Заботливый, мягкий, необычайно добрый ко всем, особенно к детям. И это несмотря на все пережитые ужасы войны. Такие Макшариба Оздоева помнят родные и близкие. Уроженец пригородного района в далеких 40-х участвовал в боевых действиях на Южном фронте. За год до начала Великой Отечественной Макшариб Оздоев поступил в Орджоникидзевское училище пограничных войск НКВД имени Кирова. Будучи курсантом, он дослужился до лейтенанта. В 1941-м ушел на фронт добровольцем. Боевой путь ветеран начал в деревне Дубна Смоленской области. Воевал в 222-й стрелковой дивизии в звании капитана. У него было очень много друзей, однополчан. Они до сих пор, до последнего, присылали ему поздравления на 9 мая. Они переписывались, письма писали. Вся его жизнь была про войну, только вот про войну. Рота, которой он командовал летом 1941 года, сдерживала натиск врага на Варшавском шоссе, а потом участвовал в боях под Москвой, Вязьмой и Смоленском. Дважды он был тяжело ранен, но после лечения вновь отправлялся на фронт. После депортации ингушского народа ветеран поменял фамилию и имя, чтобы продолжить воевать. В документах до последнего места Макшариба Оздоева значилось Чимакашвили Борис Бадулович. Фронтовой путь он закончил в Кенигсберге. В 1945 году, когда закончилась война, он опять вернулся в свои ряды войска НКВД. Вот. А потом в 1946 году он служил в Магадане, МВД СССР на Дальнем Востоке, в городе Магадане. И там он проработал до 1958 года. До ухода на войну Макшарип Оздоев был женат, имел 2 сыновей. В 1944 году после депортации семьи в Казахстан один из детей умер. Макшарип Оздоев не раз хотел забрать семью с собой в Магадан, но мать отказывалась, рассказывает дочь. Демобилизовался ветеран только в 1958 году и вернулся на родину с семьей. У Макшариба Оздоева родилось еще 4 детей, 2 сына и 2 дочери. Старший брат работал в органах, дослужился до подполковника, ушел на пенсию. Второй тоже в органах работал. Я тоже работала сама в структурах МВД. На пенсии. Мы сейчас все на пенсии. Отец очень любил вот это военное дело, вот это ему очень нравилось, чтобы мы пошли по его стопам. Он всегда говорил, чтобы мы были порядочными, добрыми, честными, чтобы родственников любили. Орден Красной Звезды Отечественной войны, знак почета, медали за победу над Германией и Японией, а также за доблестный труд. Китель ветерана полон самых разных наград. Отдать его в музей дочь Лида так и не решилась. Он напоминает об отце. Старшая дочь с детства была любимицей папы и заботилась о нем в преклонном возрасте. Я работала в то время в структурах МВД, но тем не менее я старалась утром пойти там приготовить, накормить отца в обед, вечером. Мне очень тяжело, я слишком привязана была к нему. Да и можно было, его было за что любить. Но теперь очень тяжело. Без отца это не жизнь. Конечно, и без матери, но отца я любила больше. Отец был все для меня. Кителем Макшарип Оздоев очень дорожил. Именно в нем ветеран и принимал гостей, а их было немало. Ветерана до последнего навещали родные, друзья, сотрудники администрации и представители социальных служб. Он любил и заботился о всех, кого знал, и никогда не бросал в тяжелой ситуации, вспоминают родственники. Сенда творца горд тонгул дер ахш хама ещё далгат бахигис бар қахетиш бармаснин саваqa вещи уставарер аққытадан дин долчхана шелаши буз шелаши тир буз шелаши бизнес барер гергу чуалили сагварер выправки усагор цашти замсаксена. Эти архивные кадры нашими корреспондентами были сделаны за месяц до смерти ветерана. Умер Макшарип Оздоев 10 июня 2015 на 96-м году жизни. Дана Плиева, Рамзан Зурабов. Новости 24.